Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Дни металлурга не только. В преддверии знаменательной даты в нашей студии Андрей Сычевский, заместитель министра промышленности и геологии республики. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с итогов добычи золота в республике за первое полугодие. Каковы цифры сегодня, какие планы в целом на год? На сегодня мы понимаем, что уже порядка 24 тонн золота добыто, то есть это крупными компаниями. Это у нас 5 флагманских районов Республики Саха-Якутия. По итогу года мы видим, что должны выйти на 56-57 тонн. Пока мы не гонимся за большими цифрами, понимаем, что компания сейчас наращивает мощности. Многие завершают геологоразведку и готовят новую площадь для дальнейшей отработки. При этом мы ставим для себя такую амбициозную задачу к 2032-2035 году выйти уже на 70-75 тонн. При этом мы понимаем, что для этого все условия есть, компания там активно работает, мы активно сотрудничаем с Роснедром, Минприроды для того, чтобы появлялись новые участки для лицензирования, новые площади, и, соответственно, новые точки роста для данного направления. Если говорить о инвестпривлекательности золотодобывающей отрасли, на фоне всех мировых событий, насколько она изменилась или не изменилась? Потому что золото такой, так скажем, такая, что называется, константа непеременная. На самом деле сейчас мы видим очень большой спрос на золото, не только у крупных игроков там рынка, то есть ведущих компаний страны, но очень много инвесторов там малых и средних, которые проявляют интерес. Особенно это связано с тем, что большой рост цены на золото, на серебро в последние 2 года он практически в 2,5 раза поднялся. Конечно, это подогревает рынок, то есть инвесторы ищут то есть направление, куда инвестировать, и золотодобыча для многих является таким интересным направлением. При этом мы понимаем, что сейчас даже те ведущие компании, которые у нас не представлены в республике, но проявляют большой интерес, потому что Якутия большая, очень много перспектив, много неизведанных территорий, много новых площадей. Поэтому мы видим, что сейчас компания активно заходит, сотрудничает с республикой, подписывает соглашение о социально-экономическом развитии, соответственно, и потом дальше уже выходит на новые месторождения и так далее. И это для нас большой плюс, потому что только по итогам прошлого года у нас золотодобывающая отрасль стала лидирующая по налоговым и неналоговым поступлениям. Порядка 20% доходной части бюджета – это та часть, которую дали добывающие компании. Это достаточно серьезный такой вклад, он, скажем так, перебил даже значение по нефтегазовому сектору, по добывающим компаниям «Алроса». Поэтому видим здесь перспективы для региона, связанные с диверсификацией экономики, то есть и в исполнении тех выпадающих затрат бюджета, которые у нас есть сегодня. То есть без 5 минут четверть бюджета уже, можно говорить в ближайшее время, насколько я понимаю. Если говорить о ключевых проектах по добыче золота на территории нашей республики, что реализуется, какие из проектов можно отметить? Я начну, наверное, с тех проектов, которые мы ждем, ожидаем. Это большие проекты в севере Якутии, в Арктике, это месторождение Якучус. Сегодня оно активно подготавливается к разработке, проведены геологические работы, завершается ТЭО кондиции, проводят все необходимые мероприятия для проектирования и строительства ГОКа. Мы ожидаем месторождения ближе к 2030 году, синхронизировав станции малой мощности в этом Пыськуге. Вообще мы понимаем, что это такой горно-промышленный кластер, Якутский кластер, который позволит за счет якорных месторождений формировать активные центры золотодобычи и иных полезных ископаемых, в том числе олова, серебра. Сейчас компании буквально в том году зашли на новый участок в Депутатском, там будет развиваться еще и северное серебро, не только олово, которое сейчас идет. В Депутатском? Да. Помимо этого, конечно,
традиционно развивается кластера компаний, где они уже присутствуют, там, да, это вот в Тукинском районе группа компаний, там, Норголд, там, да, это Тукинский прудный узел, да, то есть компания 2 года назад там завершила геологоразведку спросных запасов порядка 200 тонн, там, да, это достаточно большая величина. Мы видим, что компания наращивает мощности. Сегодня она лидер в золотодобыче в Якутии. Это по итогам прошлого года 16 там, тонн. Вот, Алекминский район — это 2-е место по республике, но я думаю, что очень скоро он может перейти на 1-е. Вот, также вот, активно развивается Алданский район, там, да, то есть это, Ну, один из флагманов да, добычи золота всегда. да, сегодня это флагман, там, да, это 18 тонн по итогам прошлого года. Группа компаний «Полис», Серегдар, вот, активно работает на своих вот, лицензионных участках. Группа компаний «Полис» в прошлом году выполнила достаточно большие работы по просто запасов, 155 тонн прудного золота, это большой задел. Соответственно, мы знаем планы компании, уверены, что будет в скором времени там просто добыча производства. Вот вы отметили немного деятельность по добыче олова, серебра на севере нашей республики. В целом, как вот это направление добычи металлов развивается. И в свое время мы еще же хотели заходить в РЗМ, насколько я знаю, республика, добычу редкоземельных металлов. Да. На самом деле активно развивается. Если по золоту у нас 2-е место в России, то по итогам прошлого года по серебру мы вышли на 1-е место. На 1-е место по серебру, это в том числе по попутной добычи. Вот, у нас 1-е место по сурьме. Вот, это тоже северные там районы, то есть Верхоянский и Миконский, вот, где ведется добыча. По редкоземельным металлам мы тоже этот проект мониторим, там, да, то есть сейчас там сменился собственник, соответственно, компания проводит работы по планированию, проектированию. Это вообще проект российского масштаба. Задача очень сложная, связанная с переработкой, лечением, но перспективы, конечно, есть. Вообще, сегодня многие говорят о том, что горнодобывающая отрасль сталкивается с серьезными вызовами, и я думаю, те, кто так или иначе в ней задействованы, они ощущают эти вызовы. Вот, на ваш взгляд, какие сегодня можно пути решения этих вызовов применить? Конечно же, любая компания, которая уже давно работает, либо особенно новые, которые заходят в регион, они сталкиваются с логистикой. Да? То есть у нас большая территория республики, там, 3 часовых пояса, дороги там, да, стабильные есть далеко, там, не везде там, и так далее. Поэтому это особенность связана с сезонностью завозов грузов, техники, персонала. Вот, Потом с логистикой да, доставки. с логистикой доставки. Поэтому для того, чтобы особенно на севере начать Новый год, соответственно, за год до этого нужно все это завести, доставить, вот, спланировать свои работы. Поэтому такая направление есть, но мы видим, что компания здесь активно вот развивается, там, да, то есть заходя на территорию, они вот строят и дороги, там, да, то есть там и там мосты и так далее. И железные дороги. Да, и железные дороги, да, соответственно, активно развивает те территории присутствия. Это, конечно, плюс не только для компании, но и для жителей, там, которые там живут, работают, ездят, да, по тем же вот, структурным объектам. Вот. Это, конечно, да. Вот. И сейчас мы видим, что, конечно, с учетом того, что вот, как меняется рынок, там, экономика, особенное значение имеет энергоресурсы. Это электроэнергия, там, да, то есть сейчас топливо, да, вот, конечно, все это влияет на прибыльность, на рентабельность водоэксплуатации тех или иных месторождений. Но вот мы уже давно это видим, там, да, и работаем совместно с компаниями, чтобы на территории республики все-таки принялся комплексный кластерный подход по развитию территории, когда там одни там якорные месторождения вовлекаются в разработку совместно с небольшими, мелкими, средними, которые рядом, соответственно, создаются кластера, это инфраструктура, это сервисы там новые, там, да, это рабочие места для местных жителей. Вот именно такой
подход позволяет развивать там, да, нашу большую республику. Ну, это отчасти называется же социальная ответственность крупного промышленного бизнеса. Андрей Викторович, давайте поговорим про Севаглинское железнорудное месторождение в Нерюнгринском районе. Оно располагается. Как продвигается реализация этого важного проекта? Месторождение было запущено в 2023 году. Сначала там добывались небольшие объемы, порядка 400 тысяч тонн. По итогам прошлого года увеличение практически 2 раза, там 750 тысяч тонн добычи. И в этом году компания планирует перейти уже миллионный рубеж, что миллион 200 там, да, тут он железной руды добывает на месторождении. Пока там работ порядка 200, там, 250 там, человек, в планах увеличить в 2 раза до 400. Это большая часть жителей там, региона, Нерюнгринского района. Мы видим, что проект активно развивается, но это только один из проектов. В Нерюнгринском районе есть еще месторождение Таежное, да, это группа компаний Евраз. Мы буквально на днях с ними общались, тоже сверялись с планом и понимаем, что нужно увлекать месторождения и не только организовывать добычу, но и переработку железной руды, потому что это отдельная добавленная стоимость, это новые компетенции для региона, это вообще там развитие и страны, там, да, и определенные точки роста там, для там, Нерюнги. Там, да. Поэтому здесь мы подходим комплексно, развиваем не только одно месторождение, а стараемся, чтобы это все было в комплексе с другими проектами, соответственно, это будет давать для экономики положительный эффект. Андрей Викторович, в третье воскресенье июля Россия традиционно отметит День металлурга, праздник людей, что называется, сильной профессии. И по всей стране, я думаю, пройдут масштабные праздничные мероприятия для тех, кто так или иначе задействован в добыче этого благородного металла. Давайте пожелаем какие-то слова благодарности, скажем, тем, кто все-таки в этой профессии задействован на севере. Да, уважаемые коллеги, уважаемые работники в отрасли, мы, конечно, ценим и видим ваш труд, тот вклад, который вносите в нашу экономику, в экономику развития тех муниципальных образований, в экономику в целом России. Это, конечно, такое значимое направление, особенно сегодня там, для нашей Якутии, большого региона. И, конечно, хотел пожелать, чтобы вас на работе все спорилось, безопасного производства, чтобы техника не подводила, геологические запасы подтверждались, коллектив всегда был вашей точкой опоры, чтобы вы понимали там, и чувствовали свой вклад в развитие отрасли, шли на работу и как на праздники давали стране необходимый металл там, да, и другие элементы, которые позволят нам активно развиваться. Также хотел бы отметить, что в эти выходные там, есть компания, там, которая празднует юбилей, компания там, Дражник, Усть-Майский район, там, 35 лет, небольшой юбилей, но все равно это компания, которая добывает рассыпное золото, вносит вклад в социальное развитие. Поэтому, коллеги, еще раз с праздником, всем успехов, здоровья, благополучия, новых свершений, новых проектов для развития нашей республики. С праздником! И страны. Андрей Викторович, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Мы смотрели актуальное интервью. До встречи.